Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Великая музыка Великой степи». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу, в которой мы хотели бы продолжить рассказ о выдающемся кюйше казахской степи Курмангазы. Прошлую нашу передачу мы закончили кюем Турмеден Хашхан. Исполняя этот кюй, Курмангазы говорил: «Когда я сочинял его, я мечтал о свободе, о днях, когда буду среди вас». А потом он исполнял другой кюй Ксен Ашхан, поясняя: «Для освобождения от цепей я сочинил его, чтобы рассказать народу о том, что воля человека к свободе сильнее всех цепей на свете». И, наконец, третий этап своей борьбы за свободу он изображает в кюе Кызылкайым – «Красная береза». «Это кюй о березе, – говорит Курмангазы, – приютившая меня среди своих ветвей и укрывшая от погони. Это кюй о родной степи, о славных джигитах моего народа, раскрывших мне свои объятия и спасших меня от черной смерти». Вырвавшись из тюрьмы, Курмангазы бежал к себе на родину, в Нарынские пески. По дороге к дому ранним утром он зашел в бедную кибитку рыбака, одиноко стоявшую на берегу реки, и попросил напиться. Гостеприимные хозяева дали прохожему лучшее, что у них было – горячий чай с верблюжьим молоком. Благодарность беглец снял висящую на киреге домбру хозяина и заиграл. На вопрос хозяев, что это вы играли, Курмангазы ответил, что он только что сочинил этот кюй в их честь и хочет назвать его «Балкаймак» – «Мед со сливками». Потому что, хотя и не богатый был Дастархан, но поданный с добрым сердцем простой чай превратился во вкусный-привкусный мед со сливками, и Курмангазы открыл свое имя. Затем, обращаясь к дочери хозяев, которая готовила чай, Курмангазы добавил: «Кюй свой я посвящаю тебе, сестрица, твой чай слаще меда». Смущенная столь щедрым подарком, девушка открывает сундук, вынимает оттуда красивую домбру, украшенную перьями, и просит Курмангазы повторить кюй, и тут же его перенимает. Кюй Балкаймак имеет два варианта, очень сходных между собой. Это лирический кюй, воспевающий красоту и нежный характер девушки, тронувший сердце беглеца своей кроткостью и гостеприимством.
В середине 50-х годов Курмангазы, утомленный преследованиями властей, направляется в сторону реки Эмбы, по казахский Жем. Он хотел повидать батыров Туремурата, Нарымбая и Утена, которые были дальними родственниками Сахарбая, но жили вдалеке от тех мест, в которых знали Курмангазы. Он оставляет свою мать и жену, в это время он женился на Ауэс, дочери Иглика, выходца из рода Усенгу-Берыш, у друга по имени Жалель, а сам пускается в путь. Народное предание о пребывании Курмангазы у родичей батыров напоминает богатырские сказки. Молва гласит, что через много дней пути он добрался до аула батыров и не застал их дома, так как все они уехали в другой аул разбираться в какой-то мелкой тяжбе. Курмангазы отправился вслед за ними. Приехав в чужой аул, Кюйши увидел, что там поставлено несколько белых юрт, видимо, специально для батыров. Возле привязано не множество коней, а за бельдеу засунуты копья. Курмангазы, не задумываясь, взял копье, воткнул его в землю, привязал к нему своего кулака-хаску и вошел в ближайшую кибитку. Никто не откликнулся на его салем, потому что все находящиеся в юрте люди были заняты важными переговорами. Только через некоторое время Нарымбай, заметив все еще стоявшего у двери Курмангазы, сказал: «Поднимитесь, джигит, на почетное место. Откуда вы?» Видя, что путник дальний, что губы его пересохли, Нарымбай распорядился, чтобы ему налили кумысу. Курмангазы залпом выпивает кумыс и сходу обращается к сидящим со стихами. «Изгнанником брел я сюда, так злая судила судьба. Одна лишь надежда на вас, Туремурат Нарымбай». Не дав ему договорить, Туремурат сказал: «Слова у тебя как мед, и сам ты, наверное, хорош. Если ты хочешь стать нам братом, то мы готовы». Благодарный за родственный прием, Курмангазы с радостью остается надолго в ауле батыров, как их побратим. Предание гласит, что ни стрельба Алтын-Кабак, ни Палуан Курес, ни скачки не проходят без участия Курмангазы, и везде он показывает свое превосходство. Однажды батыры затеяли охоту на диких козлов. Их джигиты никак не могли попасть в бегущих сайгаков, а Курмангазы попал с первого выстрела. Тогда один из джигитов сказал, что это вышло случайно. Когда Курмангазы попал во второй раз, другой джигит сказал, что такова, видно, судьба сайгака умереть. Курмангазы, раздраженный поведением джигитов Туремурата, увидел третью сайгу на расстоянии оружейного выстрела, спросил одного из них: «Скажите, куда мне целить, в голову или в ногу?» Джигит ответил: «Цельте в ногу». Курмангазы выстрелил. Сайга начала хромать, но и хромая она бежала вслед убегающему стаду. А вместо того, чтобы догонять сайгу, Курмангазы остановился в раздумье и сказал: «Разве в жизни ранена только она? Разве беспомощность и беззащитность удел одних только животных? Разве мало из раненых и искалеченных среди народа моего?» И Курмангазы тоже сочинил кюй, посвященный всем раненым, искалеченным и беззащитным, сказав: «Пусть его названием будет Ахсах-Киик» – «Хромая сайга». Примечательно, что в кюе Ахсах-Киик нет печали и пассивного созерцания чужих страданий. Со свойственной Курмангазы выразительностью музыкального языка этот кюй как бы говорит: «Люби жизнь, люби свободу, как сайга любит свою привольную степь. Кто готов биться за жизнь, тот победит». В народе рассказывают, что Батыр Туремурат, нарушив обычное право казахов, женился не по воле своих родителей, а по собственному выбору на девушке Кызданай, славившейся по своей округе красотой и умом. Вопреки тому, что она еще с колыбели была помолвлена с другим, Туремурат решает силой отнять ее у родителей. Со своими джигитами он нападает на аул Кызданай и увозит ее. Проходит несколько лет, и вот однажды на аул Туремурата налетают вооруженные пиками и секирами джигиты из аула жениха Кызданай, который дал из-за нее большой колым. Никто, кроме Курмангазы, не успевает сесть на коня. Пока батыры вооружались, Курмангазы один отбивается от врагов, не подпуская их к Отау Кызданай. После свирепой схватки неприятели бегут к себе в аул, ничего не добившись. А Курмангазы берет домбру и сочиняет кюй, изображающий бой Туремурата за Кызданай.
Күй этот распространяется в народе под названием Туремурат или Кызданайдын Кыргына. Изобразительная сила этого кюя такова, что слушатель без особых объяснений представляет себе богатырскую битву. Лихая скачка коней сменяется песней радости, моменты покоя чередуются с картинами яростного сражения. Предание говорит, что Курмангазы покинул аул Туремурата, будучи оскорбленным джигитами, которые приревновали Курмангазы к его успеху. Непреодолимая тяга к родным местам сопровождала Курмангазы в его скитаниях, и он возвратился на родину с риском снова попасть в лапы тюремщиков. И вот пришлось Курмангазы снова столкнуться с враждой и предательством, которые опять привели Курмангазы в тюрьму. Однажды отряд уральского войска под предлогом возмездия за якобы причиненный родом Кызылкурт ущерб пахотным угодьям войска угоняет весь скот аула Курмангазы. Возмущенный этим явным насилием, Курмангазы стремится поквитаться с обидчиками и вместе с братом Байгазе и некоторыми другими джигитами угоняет 9 лошадей из табуна казаков Сейтпуловых, служивших тогда в Глининской мечети. По этому поводу сотник Черноморсков подает рапорт Временному совету, и в течение всего 1857 года это дело переходит из одного учреждения в другое. В конце концов, оно было прекращено предписанием оренбургского генерал-губернатора Перовского. Тем не менее, местные власти не оставили Курмангазы в покое. Они вновь поймали его и заключили в оренбургскую тюрьму. По дороге в Оренбург, уставший от тряски, Курмангазы, которого везут на телеге, сочиняет кюй «Арба-Суккан». Послушайте его.
Вслед за этим кюем, под влиянием дорожных впечатлений, он сочиняет другой кюй «Не кричи, не шуми». Об этом последнем кюе устное предание рассказывает следующее. Однажды на пароме, который перевозил путников через реку, Курмангазе услышал, как урядник оскорбляет приезжих, угрожая им каталажкой за то, что оглобля телеги ненароком задела его зазевавшуюся супругу. Курмангазе тут же поднял руку, а вид у него, говорят, был грозный. Остановил урядника и, засмеявшись, начал играть на домбре незнакомый кюй. Когда его спросили, что это вы играли, он ответил: «Хотя и не генерал, а моя домбра говорит уряднику: не кричи, не шуми». Так в народе этот кюй и получил название «Не кричи, не шуми». Курмангазе томился в оренбургской тюрьме. Он сильно тосковал по любимой матери, сочинял новые кюи. Рассказывают, будто генерал-губернатор Перовский услышал однажды о музыке Курмангазе и дал распоряжение привести его к себе вечером домой. У Перовского в это время были гости, и он попросил Курмангазе поиграть. Курмангазе охотно исполнил несколько своих кюев, которые заинтересовали генерал-губернатора, любившего и понимавшего музыку. В заключение Курмангазе сыграл кюй, резко отличающийся от других своим ритмом, характером, построением. Когда хозяин дома спросил Курмангазе, что это такое, Курмангазе ответил, что это его новый марш, который он только что сочинил. Действительно, в народе бытует сочиненный в ритме близком к маршевому кюй Курмангазе под названием «Пирауский марш». То, что Курмангазе долго пробыл в оренбургской тюрьме, имело, между прочим, и один неожиданный результат. Курмангазе, человек очень чуткий к окружающей среде, услышав шум большого для того времени города, задумал сочинить нечто совсем для него новое. Конечно, Оренбург не имел в то время промышленного значения. Кроме мельницы, различных мелких мастерских до сутолоки базаров, там не было ничего. Однако городской быт все же резко отличался от привычного для кюйши степного. Курмангазе видит бурно текущую городскую жизнь, множество людей, улицы в непрестанном движении. И это повторяется изо дня в день, словно вертится колесо огромной машины. По сравнению с феодально-родовыми порядками аульной жизни, городской уклад ему кажется более деятельным. Полный новыми для него впечатлениями, Курмангазе сочиняет кюй и называет его «машина». «Машина» отличается от других произведений Курмангазе своим новым музыкальным языком. Сама композиция кюя, ритм и характер его исполнения свидетельствуют, что Курмангазе создал это свое произведение под сильным влиянием русской музыки, услышанной в Оренбурге. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение рассказа о выдающемся, гениальном кюйши казахской степи Курмангазе Сахарбайула вы услышите в нашей следующей передаче. Передача была подготовлена по книге Ахмеда Куановича Жубанова «Струны столетий». Подготовили передачу саунд-дизайнер Шинар Худжаева, вела передачу этномузыковед Салтанат Ермекова.
великой степи всегда звучала великая музыка. Еженедельная авторская программа Салтанат Ермековой.